Здравствуйте, капитан команды Багиш Штайнберг, команда «Острые козырьки», город Жалбат. Несколько месяцев назад, когда карантинные меры не были еще до такой степени ослаблены, в Джалабатской области, в Сувском районе, мужчина лет 50 на протяжении энного количества времени насиловал несовершеннолетнюю, а быть точнее 6-летнюю девочку. Чувствуя свою безнаказанность, он продолжал насиловать ее, и в очередной раз, когда этот человек собирался совершить акт насилия, его заметили родители пострадавшей. Они хотели совершить над ним самосуд, но вовремя взяли в себя в руки и отвели его в полицейский участок. Там открыли дело, начался суд, на котором пострадавшая сторона вышла победителем, а педофилу вынесли приговор в виде 8 лет лишения свободы. Мне решение суда показалось мягким, так как этот человек сломал жизнь юной девочки. В будущем ей будет трудно с личной жизнью. Я считаю, что его стоило посадить на большой срок, потому что он находился в алкогольном опьянении, но статуса психически больного человека у него не было. Если судить по Конституции, в статье 129 изнасилование несовершеннолетних наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, малолетних на 20 или пожизненное заключение. А в статье 130 насильные действия сексуального характера наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. А данного мужчину посадили по статье 130. Я считаю, что его должны были садить по статье 129, потому что малолетняя девочка, ей было всего 6 лет. А этого данного человека, то есть мужчину, должны были посадить либо на 15, либо на пожизненный срок. Мне кажется, судья были несправедливы по отношению к этой девочке. Все, спасибо. На этом команда «Острые козырьки» заканчивает свой видеоролик.